Дамы, всех приветствую на своем канале. С вами Астартес Антия, и мы делаем с вами традиционный расклад на недельку для дам и на игральных картах с 30 марта у нас будет по 5 апреля. Перед вами, как обычно, 3 дамы, цифры 1, 2 или 3. Выбирайте свою даму, либо свою цифру. И пока вы выбираете, я напоминаю, что расклады на апрель для знаков зодиака я уже выложила. Обратите внимание, ссылочка на плейлист будет дана в описании. И, в общем-то, надеюсь, что вы выбрали. Перехожу к первому варианту, к даме Бубновой. Ну что, единички, смотрим вас. Партнером я вам назначила короля Трифового. И заходите вы в период с некими свиданиями и работой, такой активной, любезностями, связанными с работой, с какими-то деловыми моментами, именно рабочими. В ранней дороге это у вас было, и хлопотали вы за себя, собственные хлопоты были в ранней дороге, но это все касаемо вашей работы и вашего будущего, либо дальней дороги. И была злость прям сильная, опять же, на рабочие хлопоты. Еще знаете, что может быть? Это была не злость, это было раздражение, такое нежелание работать. Вот когда, знаете, ни сил, ни желания работать нет, но работать надо. И вот все ваши действия, они шли через силу, через преодоление и как-то такой внутренний надлом. И злость, раздражение на работе, какие-то сплетни могли быть тоже. Итак, дамы, смотрим вас, и сразу хочу сказать, что ваш партнер король Трифовый, к сожалению, на этой недельке у вас не выпал. Будете вы заняты, видимо, чем-то другим. Будет вам не до вашего партнера. Итак, на сердце у вас собственная любовь, собственные какие-то любезности. В общем, озадачены вы собой и своими делами. Под сердцем у вас свидание, встреча с дамой Червовой. В голове, опять же, злость, сильное раздражение на хлопоты некой Трифовой дамы. Кто это? Решать вам, как и кто такая дама Червовая тоже. Также смотрите, у нас здесь выпал король Червовый. То есть это не ваш партнер, это если третье лицо в отношениях, то это вполне может быть он. Если нет, то это может быть кто угодно. Друг, брат, сват, коллега по работе, может просто какой-нибудь продавец в магазине, какой-нибудь кассир в банке, в общем, кто угодно. И вот под сердцем вы содержите тоже свидание с этим королем Червовым. В голове, опять же, как я и сказала, злость, раздражение. Прям сильная злость, раздражение. И дама Трифовая к вам тоже со своими хлопотами. В ногах у вас в ранней дороге будет дама Трифовая. Будете вы с ней что-то обсуждать либо за поездку дальнюю, либо за совместное будущее. Что-то будете решать именно в ранней дороге. И она к вам со своим интересом. Что было? Разговор был пустой с дамой Трифовой. Поговорили и забыли. И какие-то могли быть просто пустые бытовые хлопоты. Также в ранней дороге была сама лично эта дама Трифовая собственной персоной. И дама Трифовая была к вам со своими любезностями. И через ее любезности у вас был с ней некий разговор. Что будет? Будет у вас разговор за интерес, либо через интерес короля Червового. Вот опять же, кто это, решать вам. Также вы будете злиться на чаяния и надежды этого короля Червового. И, возможно, также злость на некую даму Червовую у вас будет. И также в ранней дороге король Червовый к вам со своими хлопотами. Если, например, у вас есть детки, то в ранней дороге вполне можете хлопотать именно за детей. Если никакого короля Червового в вашей жизни нет, то здесь вся вот эта трактовка, она будет касаться дамы Червовой. То есть тут разговор с дамой Червовой через ее интересы, через ее чаяния и надежды. Либо разговор будет за ее интерес и за ее чаяния и надежды. И также в ранней дороге дама Червовая может быть к вам со своими хлопотами. Вот каждый примеряйте трактовку на себя, гадание онлайн, даю все возможные вариации, чтобы вам было понятно. Так, и основная линия недельки. Смотрите,
Плохое самочувствие вполне может быть. Также вполне может быть, что вы будете переживать за встречу с дамой трефовой. При встрече с этой дамой трефовой вы получите какие-то новости и какие-то известия, бумаги. И какие-то хлопоты у вас будут личные свои. Тоже на этой недельке будет вам интересны именно свои личные хлопоты, потому что и на сердце мы видим ваши тоже личные какие-то переживания за себя, любимую и прекрасную. Итак, для вас злость на хлопоты дамы червовой, либо на хлопоты короля червового в ранней дороге. Для дома дама трефовая, и в ранней дороге король червовый к вам тоже со своим интересом. Либо тут в ранней дороге может быть дама червовая к вам со своим интересом. На сердце вы содержите короля червового и какие-то новости, бумаги и собственные хлопоты. Смотрите, на сердце еще, если короля червового никакого нет, то вполне может быть, что это чаяние и надежды дамы червовой. Что было? Было у вас в ранней дороге, у вас были встречи, свидания и с дамой червовой, либо с королем червовым, и с дамой трефовой. Тоже все это было в ранней дороге. Что будет? Дама трефовая к вам со своим интересом, и дама червовая тоже собственной персоной, будет у вас с ней разговор. Либо с дамой трефовой вы можете просто обсуждать даму червовую, и такое может проиграться. Либо чаяния и надежды короля червового будете обсуждать. Так, что на пороге будет вот-вот? Будет у вас какой-то разговор, либо за дальнюю дорогу, либо в дальней дороге. Но все это как-то пусто, безрезультатно. То есть разговор таки будет, но, видимо, не даст тех результатов, которые вы ожидали. И успокаиваетесь вы неким казенным домом. Смотрите, что хочу сказать. Складывалось впечатление, что у вас есть собственный бизнес по всем 3 раскладочкам, которые здесь выпали. И вот вы за свой бизнес, за свои дела на этой недельке будете прям переживать, родить, хлопотать, сильно прям хлопотать. И успокаиваетесь вы, видимо, собственным бизнесом. Вот он и выпал. То есть какой-то результат вы все равно получите. И вот такой получился результат для единичек. Дорогие мои, я вам желаю, конечно, самое главное – здоровья, любви, счастья, каких-нибудь позитивных моментов, радостных, ярких в жизни. И, конечно, всего самого наилучшего. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Переходим к двоечкам. Двоечки, смотрим вас. И партнером я вам назначила короля Бубнового. Заходите вы в период с собственными какими-то увлечениями, хобби, с какими-то своими переживаниями за себя, за свою любовь, за свои любезности. И тут некая раздражительность тоже может быть на себя, недовольство собой. Также могли вы получить какие-то новости, какие-то известия, такие некрасивого, неприятного характера. Также здесь некий казенный король, и переживаете вы за даму Бубновую. Также было у вас свидание, встреча с этой самой дамой Бубновой. Дама Бубновая к вам со своими любезностями, а вы к ней со своими хлопотами. Итак, двоечки, смотрим вас. И смотрите, на этой недельке ваш партнер, король Бубновый, он в раскладе у нас не выпал, что говорит нам о том, что вам будет просто-напросто не до отношений, не до вашего партнера. Вектор вашего внимания будет направлен на что-то другое, на что мы сейчас увидим. Но смотрите, на сердце у вас некий червовый король, либо червовая дама в ранней дороге. Если это третье лицо в отношениях червовый король, то это может быть он. Об этом вы знаете точно и конкретно. Если нет, то это кто угодно. Родственники, друзья, друг, брат, сват, может быть просто какой-нибудь таксист, коллега по работе и так далее и тому подобное. Итак, значит, на сердце вы содержите червовую масть, либо короля, либо даму червовую, под сердцем хлопоты Бубновой дамы.
В голове у вас злость и раздражение на бубновую даму. Все это было в ранней дороге. И также в ранней дороге у вас было с ней свидание, встреча. Смотрите, также в этой встрече с бубновой дамой вы могли узнать какие-то некрасивые неприятности, новости, сплетни. Ну, такие новости, сплетни неприятного, некрасивого характера. В ногах у вас дама червовая, она к вам со своими любезностями. И также у вас был с дамой червовой разговор. Ну, такой достаточно приятный. И также дама бубновая, тоже с ней у вас был разговор. Также, смотрите, здесь может относиться еще и к червовому королю. Подбирайте трактовку под себя. У кого-то может выпасть, что это дама червовая, там червовая на следующей недельке будет у вас мелькать на постоянной основе, либо это все-таки червовый король. Если это червовый король в вашей жизни, то он к вам со своими чаяниями и надеждами, со своими любезностями, будет у вас с ним также разговор. Ну и дама бубновая, тоже с ней разговор. Что было? Вы со своими чаяниями и надеждами к червовой масти, к даме или к королю, они к вам, либо король, либо дама, либо оба, к вам тоже со своими любезностями, и вы за это дело все переживали, прям родили. Также могли себя плохо чувствовать, какое-то было недомогание. Также в ранней дороге вы что-то планировали, думали, обдумывали дальнюю дорогу, либо свое будущее. Также тут хлопотали, и через ваши хлопоты вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Все это в прошлом. Что будет? Будете вы хлопотать, но пусто хлопотать за себя, за собственный дом. И король червовый тоже тут как тут у вас собственной персоной. Либо это чаяние и надежды дамы червовой. В разговоре с собой, либо с кем-то вы получаете какие-то новости, какие-то известия. Вот они, либо какие-то важные для вас бумаги. И что еще будет? У вас дама бубновая к вам со своими любезностями, а вы к даме бубновой со своими любезностями. То есть у вас тут прям обоюдное что-то, совместные какие-то дела и приятное времяпрепровождение. Основная линия недельки у нас. Какая-то злость на червовую масть, на свидание с червовой мастью. И либо это король, либо дама. И они к вам тоже со своим интересом. И также у вас будет встреча, свидание с дамой бубновой. Итак, для вас злость и раздражение прям сильное на свидание с червовой дамой, либо с червовым королем. И дама бубновая к вам тоже со своими любезностями. Либо тут могли получить какие-то небольшие, мелкие, крупные, небольшие, мелкие суммы денег. Для дома у вас была встреча с дамой бубновой и червовая масть, либо король, либо дама к вам со своими хлопотами. Через их хлопоты был у вас разговор. Либо с червовым королем, либо с червовой дамой, либо с обоими мог быть разговор. На сердце вы содержите любезности червовой масти, либо короля, либо дамы, либо обоих. Ну и смотрите, тут могло быть просто, что на сердце у вас червовая дама и ее любезности к вам, и также бубновая дама, разговор с бубновой дамой. Если червовой дамы нет, как я и говорила, то тут вполне может быть, что на сердце вы содержите все-таки червового короля. И он к вам со своими любезностями и со своими чаяниями и надеждами. Все это вы содержите на своем сердце, переживаете за все это дело. Что было? Злость и раздражение на дальнюю дорогу, связанную, скорее всего, с дамой бубновой. Видимо, что-то вы с ней планировали, связанное именно с дорогой, с дальней, либо с совместным будущим. Что будет? С интересом к вам червовая масть. Либо король, либо дама, опять же. Им через их интерес, через червовый интерес, вы получаете какой-то свой крупный, нечаянный интерес прям за себя, либо за собственный дом. На пороге, что будет вот-вот король червовый,
собственной персоной. Дама бубновая будет хлопотать за вас, и через ее хлопоты у вас будет с дамой бубновой свидание, встреча. И также, если тут никакого короля нет, то дама червовая к вам со своими любезностями и чаяниями на пороге. Но успокаивайтесь вы в любом случае червовой мастью. Кто это, король либо дама, решать вам. Проиграется у каждого по-своему. Либо это могут быть оба человека. Это могут быть просто какая-то супружеская чета, родственники и так далее и тому подобное, друзья. Итак, этот был расклад для двоечек. Я вам желаю, конечно же, самое главное — здоровья, счастья, благополучия. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Надеюсь, что мой канал вам интересен или как-то просто занимателен. С вами была Астарта Сантья. С вами прощаюсь. Перехожу к троечкам. Ну что, троечки, смотрим вас. И заходите вы в период с некой большой, огромной злостью на даму трефовую. Также в ранней дороге вы что-то решали именно делового характера, либо финансового характера, связанного с будущим, с какой-то дальней вашей дорогой. Но как-то все это злило вас и раздражало. Злились вы, раздражались на дальнюю дорогу. И могла быть просто дорога на работу, буквально такая деловая, вот она показана. А также получили вы в ранней дороге какой-то большой, крупный, нечаянный интерес за себя и за свой собственный дом. Ну что, троечки, смотрим вас. На сердце вы содержите собственные чаяния и надежды. Под сердцем какие-то новости, либо какие-то важные для вас бумаги. В голове у вас какой-то некий казенный король. И также разговор у вас будет, с королем трефовым, с вашим партнером. В ногах у вас чаяние и надежда вашего партнера. И в ранней дороге к вам со своим интересом была бубновая дама. Содержите вы ее интерес к вам. Также в ранней дороге могли получить какую-то большую, крупную сумму денег. Что было? Свидание у вас было с бубновой дамой. Ну, такое достаточно пустое, безрезультатное свидание, но почему-то в любом случае оно вас злило и раздражало. Либо в этом свидании вы узнали какие-то неприятные, некрасивые новости, известия. Также вы были со своим интересом к некому важному и какому-то крупному разговору для вас. Но с кем это был разговор, тут у нас карты не показывают. Также у вас был разговор с дамой бубновой в прошлом. В будущем что будет? Будете вы переживать за себя, за свои любезности и как-то злиться на себя. Но смотрите, что может быть еще. Тут может быть ваше плохое самочувствие, какое-то недомогание, либо просто это простуда. И будете вы, если вы практик, эзотерик и так далее и тому подобное, будете вы именно заниматься, практиковать за какие-то свои любезности, то есть за те вещи, которые вас интересуют, за которые вы прям болеете, радеете, переживаете, желаете и так далее и тому подобное. Также что будет? Ваш партнер, король трефовый, к вам со своими любезностями и со своими хлопотами тоже. Это все у нас будущее. И основная линия недельки, что будет вас беспокоить больше всего. Ближе к концу недельки бубновая дама будет к вам со своими любезностями, со своими хлопотами. И будет у вас свидание с королем трефовым, то есть с вашим партнером. Также смотрите, что некая дальняя дорога может быть отдельно. Если вы куда-то собрались поехать, это может быть отпуск, либо какая-то просто деловая поездка, то тоже о ней будете думать, размышлять. Она будет стоять таким важным направлением на будущей недельке для вас. Итак, для вас, дорогие мои, ваши чаяния и надежды, связанные с вашим будущим дальним, либо с дальней дорогой, и дама бубновая к вам со своими хлопотами. Для дома некий казенный король, ваш партнер король трефовый к вам со своими хлопотами, и дама бубновая к вам со своим интересом. Но также смотрите, что для дома ваш партнер король трефовый может просто какие-то денежки вам дать, причем такую преподнести какую-то большую крупную сумму денег.
На сердце вы содержите, конечно, вашего партнера короля Трифового, но за все это дело вы прям переживаете, постоянно думаете, что-то анализируете, планируете, там что-то где-то копаетесь, вот прям какие-то серьезные мысли, раздумки, раздумья, прошу прощения, в вашей голове, именно связанные с вашим партнером королем Трифовым. Что было? Дама бубновая к вам со своими любезностями, и какие-то пустые хлопоты были у вас за эту даму бубновую. И эта дама бубновая вас прям злит, раздражает. Прям сильно. Смотрите, если, например, вы практик-эзотерик, то тут могли быть и какие-то действия, связанные с магией, со всеми этими чудесными предприятиями волшебными. Так, что будет? Ваш партнер король Трифовый к вам со своими любезностями. А в вашем доме, если совместно проживаете, то это совместный дом. И дама бубновая тоже будет собственной персоной в будущем. На пороге, что будет вот-вот, в ранней дороге у вас будет свидание, встреча с вашим партнером королем Трифовым, и вы к нему со своим интересом. Но как бы то ни было, успокаивайтесь вы собственными любезностями, то есть собой. Что тут еще я хочу вам сказать, что вот в третьем варианте прослеживается, конечно, намек на любовный треугольник, что дама бубновая – это третья сторона в ваших отношениях. И поэтому вы злитесь и раздражаетесь на нее и на ее любезности, поэтому переживаете за вашего партнера короля Трифового, на сердце вы его содержите. И до этого тоже, да, в предыдущей раскладочке там были злость и раздражение, разговоры с дамой бубновой. Но опять же, если вы практик-эзотерик, то здесь могли быть не разговоры, а именно какие-то романтические ваши действия. Я имею в виду, гадали, смотрели, просматривали эту самую даму бубновую и ее действия по отношению и к вам, и к вашему партнеру. Если этот любовный треугольник я права, то расклад на игральных картах уже выложен на канале. Ссылочка будет в инфоблоке под видео тоже дана на этот расклад. Ну и, конечно, буквально на днях выложу расклад на любовный треугольник на Таро. Кому тоже интересно. Ожидайте, так сказать. И это был вариант номер 3. Я вам всем желаю, конечно, самое главное здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените себя. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.